Добрый день! Вы смотрите программу «Акцент». В студии работаю я, журналист Елена Потоцкая. В эти дни в столице республики проходят международные интеллектуальные игры. А работу этого значимого мероприятия освещает мультимедийная школа юнкоров. Гость сегодняшней нашей программы – директор детского издательства «Кескиль» Анжелика Андреева. Добрый день, Анжелика Егоровна. Какова роль мультимедийной школы юнкоров в международных интеллектуальных играх? По каким направлениям работает школа юнкоров? Кто идейный вдохновитель мультимедийного направления? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете на этом выпуске «Акцента». Какова роль мультимедийной школы в проведении международных интеллектуальных детских игр? Действительно, сейчас идут жаркие дни. Наша мультимедийная школа вовсю работает. Мы базируемся в республиканском лицее, занимаем там большую площадь, и 40 детишек ходят по всем объектам и рассказывают о том, что происходит на международных интеллектуальных играх. Дети работают по 4 направлениям. Первое – это печатная журналистика. Второе направление – это ТВ-журналистика. И третье направление – это мультимедийная журналистика. И все дети проходили очень серьезную подготовку, были отобраны. И сейчас идет усиленная, можно сказать, работа. Например, печатная журналистика, мы выпускаем такие вот ежедневные дневники уже в бумажном варианте. Это первый номер у вас? Это первый номер. Руководит Иринцеева Евдокия Семеновна, это главный редактор наших газет «Кескиль Юность Севера». И вместе с ней работают юные журналисты и журналисты наших газет. Вот второй номер выпустился, вышел третий номер наших дневника нашего печатного. Это они ежедневно выпускают? Да, это они ежедневно выпускают на 2 языках, на русском и на английском языке. Дети сами пишут, дети сами освещают, приносят информацию, фотографируют. И по итогам мы каждый день вечером поздно готовим материал, и утром уже выходят свежие дневники. То, что касается направления нашей ТВ, у нас возглавляет Винокурова Екатерина, детская телестудия «Мост». Она возглавляет. И вот набрала детишек, 10 детей, они полностью снимают ежедневные видеодневники, которые транслируются у нас в СИА, вот, в Сахамедиа, транслируются также в ГТРК, будут транслироваться. То есть дети сами снимают из каждой площадки, пусть это будет робототехника, кахатон, конференция, симпозиум, они полностью ведут прямые репортажи. Сами дети ведут? Сами дети ведут. И можете посмотреть в Ютубе, как дети ведут. Даже они вчера сняли такой ролик, где они рассказали о том, как проживают наши гости, которые приехали с Российской Федерации, с разных стран. И очень много берут интервью у наших гостей, которые представляют различные международные школы. И третье направление – это у нас через социальные сети. Через социальные сети у нас работает блогер Алексей Васильев, и он всю информацию передает через социальные сети, каналы на российский и международный уровень. Я вот на днях побывала в лицее республиканском, да, где базируется вот мультимедийная школа, и там я видела, что наряду с республиканскими юнкорами работают юнкоры из российских городов и зарубежных стран. Пожалуйста, расскажите представителей интернационального состава. Да, к нам прилетели 2 корреспондента, это детишки, которые тоже в будущем хотят стать журналистами. Это у нас Объединенных Арабских Эмиратов с Дубая София, и всего лишь 10 лет, очень коммуникабельная, она работает по телевизионной журналистике. Она представляет свою страну, но она хорошо говорит на русском языке, на английском, на своем тоже родном языке. И также у нас в Швеции есть Оскар, ему 11 лет, он тоже владеет полностью на английском и пишет всю информацию на английском языке, и также участвует в телевизионной и мультимедийной журналистике. И также у нас работают наши гости. Это Максим Мирошниченко, он директор медиашколы ОМ, это с Санкт-Петербурга, куда дети ездили, у нас зимой обучались. Также Евгения Зобнина, она корреспондент телеканала «Дождь».
То есть уже уровень наших детишек они учат и транслируют, и то, что ролики готовятся с их помощью. И Александра Коновалова, она корреспондент газеты «Коммерсант». То есть те люди, которые проходят очень хорошую подготовку, передают свой опыт не только нашим детям, но и нашим журналистам. А дети, прежде чем начать эту работу в мультимедийной школе, они обучались в Москве, Да. в Санкт-Петербурге, да? Мы выражаем огромную благодарность нашим вдохновителям именно создания. Действительно, игры проходят в основном, это, конечно, технические специальности, да, робототехника, как я уже сказала, хакатон. И по техническим специальностям наши дети соревнуются. Но это была идея именно лично Василия Климовича Павлова, это директор Малой академии наук, и Владимира Анатольевича Егорова, это министра образования и науки Республики Саха-Якутия. Они сказали, почему бы нам не сделать, как на международном уровне, лучшие на международных симпозиумах, конференциях, которые проводятся для детей, обязательно бывают свои медиашколы, где дети сами освещают эту деятельность. И как раз это наш первый опыт. Я думаю, что он очень удался. И большую благодарность мы им выражаем, то, что они поддержали Малая академия наук. И дети, 40 детишек, которые прошли отбор по всей республике, сегодня реализуют себя в полной мере. Они, хотя, конечно, дети не должны работать больше, чем 8 часов, да, тем более совершеннолетние, но в эти дни у них очень насыщенная программа, практически с 9 утра до 7 вечера в полном, как сказать, информационном поле. Освещают, конкурс пишут. большой был, да, детей, чтобы... Отбор у нас поступило заявок больше 150, и отобрали 40 детей. И я также хотела бы выразить огромную благодарность. Зимой, когда мы готовились, нам также поддержку оказывает постоянно Федосия Васильевна Габышева, Эдуард Владимирович Кондратьев. То есть Министерство образования полностью поддерживает ту политику, которую мы сегодня ведем. Потому что дети, которые пройдут эту мультимедийную школу, они не заканчиваются вместе с игрой, как бы это наша школа, да, это наши юные корреспонденты, которые в течение года работают, и с Малой академией наук у нас сейчас уже соглашение будет, что и на будущих международных конференциях, симпозиумах, где будут принимать участие дети, обязательно поедут наши юные корреспонденты. Уже в течение 2018 года, в 2019 году и в 2020 году мы будем набирать тоже детишек, юных корреспондентов на международные игры «Дети Азии» в Монголию. Спасибо, Анжелика Егоровна, за очень интересную беседу. До встречи в эфире.